Смотрите, вас увидит очень много людей. Надеюсь, вы не обманываете. Пойдемте денежку разменяем. Вы дома тоже так снимаете? Да, дома тоже. И за столом, что ли? И за столом. О, ничего. Ну ладно. И за столом, и под столом. Дайте вам булочку. Да ладно, спасибо. И сколько нужно было на проезд? 75. 275, да? Вот, берите 300 рублей. Ой, да ладно, спасибо. Все? Да-да. Хватает на проезд? Да-да, спасибо вам. Смотрите канал Гусейнов ТВ. Всего Ладно. хорошего. Надеюсь, вы не обманываете, Нет. а честный человек. Салам алейкум, друзья, вы на канале Гусейнов ТВ. Слишком редко стали выходить видеоролики на нашем канале. На это есть своя причина и весомая. Большинство наших зрителей это тоже студенты и люди уже в более взрослом физическом состоянии. Но, в общем, учеба, диплом, хвосты и, в принципе, проблемы, которые есть у всех. Кто следит за нашим каналом, кто еще не отписался и у кого не пропал интерес к Гусейнов ТВ, следят часто за нашим каналом. Заходят на прямой эфир в Ютубе, прямой эфир в Инстаграме и знают, как и что происходит. Спасибо вам, друзья, что интересуетесь, как у меня дела, здороваетесь, жив ли я или нет. Раз уж не выходят какие-то интересные видеоролики, которые всегда вам нравились, и вы поддерживали меня лайками, я хочу рассказать небольшую историю. Выхожу с учебы, направляюсь в сторону дома и думаю, захожу в прямой эфир и общаюсь с вами, с друзьями, с подписчиками. Ну, поболтал немножечко о том, о сём. Хочу перейти дорогу, и навстречу идет мужчина, так лет ему, наверное, 35-40, но выглядит, в общем, не очень. И спрашивает у меня, как пройти к вокзалу. Ну, я ему подсказал. Четвертый курс, 4 года отучился, бросай учебу, да? Нет, в Москве я не учусь, в Москве дорого. Бросай учебу, женись и умирай от голода. Байру сердечко отправила. Вокзал прямо? Да. Ну далеко идти придется. Не второй станок, я пошел на Катя со стопом по Меридиану. Ну тогда прямо идите. Не подошел на автобус до Троицка. Потом незначай говорит, да, осталось всего лишь 45 рублей. Ну, в силу своего воспитания, почему бы не помочь? Как я понял, у человека не было денег до вокзала идти минут 15-20, потому что я знаю, что это далеко и как бы на улице не скажем, так что сладкая погода. До меня потом как-то это доперло, что нету денег как-то, он как-то мягко намекнул мне, ну, я не додумался, ну, ничего страшного. Мне он 45 рублей осталось, нету больше. Дома, Да? Сколько вам нужно? Да там, говорит, 275 билет стоит, у меня только 45. Больше нет, он мелочь остался. Сколько билет стоит? 275, видишь. Пойдемте, я вам разменяю, дам денежку. Ой, да вы что, так вам самому надо. У меня вон месяц. Один вопрос, вы точно на билет хотите деньги? Да, конечно. Куда мне еще? Друзья, при вас, ну сделаем хорошее дело для человека. Смотрите, вас увидит очень много людей. Да? 1500. Надеюсь, вы не обманываете. Да нет, Пойдемте конечно. денежку разменяем. Так. В магазин давайте зайдем какой-нибудь. Так. Это фирменный отдел. Давайте. Вы не проголодались? Да ладно. Кушать хотите? Ну, не знаю, булочку. Давайте вот... вот здесь. Почему бы человеку не передать привет? Ой, привет, Да? не помочь. Привет передайте всем зрителям. А это Сюда. какой канал? Это Гусейнов ТВ. А это где? Это в Ютубе. Да, привет передайте Привет. людям. Имя свое, фамилию скажите. Сергей. Сергей всем привет передает. Давайте. Сейчас возьмем. Да как, зачем это?
Да я просто общаюсь с ребятами. Да? Вот и вы вошли в кадр. Сейчас. А, так вы в Ютубе? Да, я прямой эфир веду, с ребятами общаюсь. А, так вы сам режиссер. Да, я режиссер. Будьте себя, если хотите, потом. Да? В Ютубе? Да. Сейчас. Смотри, Сергей, то ребята спрашивают, не обманываете ли вы? Да нет, конечно. Хорошо. Это Сергей из Троицка. Так. Так вы дома тоже так снимаете? Да, дома тоже. И за столом, что ли? И за столом. О, ничего. Ну ладно. И за столом, и под столом. Я, как сказать, не привык куда-то. Да ладно. Какой микрорайон есть в Троицке? А? Какой микрорайон есть в Троицке, спрашивают. Да мне Октябрьский район надо, еще подальше деревни. Село Октябрьское. Ага. Туда вот. Хорошо. Деревню надо. Человеку в деревню надо. Дайте, пожалуйста, рустини с сырной начинкой. Хорошо. Правда, мне уж неудобно. Да ладно, неудобно, удобно. Неудобно на потолке спать. Держите вам булочку. Да ладно, спасибо. И сколько нужно было на проезд? 75. 275, да? Вот, берите 300 рублей. Ой, да ладно, спасибо. Все? Да-да. Хватает на проезд? Да-да, спасибо вам. Смотрите канал Гусейнов ТВ, все Ладно. хорошо. Надеюсь, вы не обманываете, конечно. а честный человек. Да не за что. Многие там писали, что не давай ему денег, он обманывает, там тыры-пыры. Ну, как можно вообще не доверять людям? Это уже, наверное, последнее дело. И, в общем, как-то я не привык к этому. Дал ему денежек, он сказал 100 раз спасибо, 100 раз пожелал всего хорошего. Я продолжил свой прямой эфир. То ребята в прямом эфире мне написали, типа, проследи за ним, куда он идет. Ну, думаю, да, пойду, короче. Пока я завершал прямой эфир, шел за ним, там минут так 5-6, он шел прямо в направлении вокзала. Вы, ребята, сомневаетесь в том, что людям доверять там нельзя, тыры-пыры? Давайте, чтобы вот не было вот этих позорных разговоров, типа не надо давать никому помогать, но вот человек идет пешком, деньги не подрасчитал и сейчас идет пешком, и надо ему до дома добраться. Давайте просто проследуем за ним и посмотрим, зайдет он в вокзал или нет. Хорошо? Потом он свернул налево, то есть в противоположную сторону дороги, сел на автобус и поехал в другую сторону. В общем, друзья, многие скажут: Гусейнов, да ты лох, тебя на пустом месте в прямом эфире обманули. Но, знаете, друзья, нельзя брать грех на душу. Может, человек, не знаю, забыл что-то, например, вернулся обратно взять, да, там у него не было денег, и обратно поехал на вокзал. Это во-первых. Во-вторых, даже если меня обманули, ну, знаете, с меня это не убудет 300 рублей, вроде бы деньги, да, неприятно, что обманывает человек, лучше бы я отдал ее кому-то там, бабушке, я не знаю, или кому-то еще. Без лоха и жизнь плоха. Нет, друзья, тут дело не в лохе, а в воспитании человека, в сострадании человека. Если человек дал деньги, это не значит, что он лох, и он решил кому-то помочь, это лох. Вот это все навязывание стереотипов придумано, скажем так, грязными людьми, которые говорят: о, и без лоха жизнь плоха. Дружище, если кто-то помогает кому-то, это не значит, что он лох, это значит, что он человек, и в первую очередь, если что-то случится с твоими родными, этот человек же придет тебе на помощь. Я не думаю, что если вот этих крутых типов мама вдруг получит приступ на улице, какой-нибудь инсульт, не дай бог, да, и упадет в беспомощном состоянии возле какой-то квартиры, дома, я не знаю, на улице, и проходить будет человек, который поможет ей, я не знаю, вы также скажете, что это лох?
Я не огорчаюсь, я просто лишний раз показал, наверное, да. В прямом эфире подошел человек, так что нельзя до конца говорить о человеке плохо. Ну, может, ситуация у него такая, может, ему стыдно. Вот, все бывает. Ладно, забыли, проехали. Я жду свой автобус. Да-да, я езжу на автобусах. А то некоторые говорят, что я миллиардер, езжу на вертолетах. Именно езжу, не летаю. Чтобы все видели, что я на вертолете. Бог ему судья, как говорят, да. Главное, что я попытался хотя бы что-то сделать для человека. И если даже он обманул меня и, как говорят, лоханул, да, я не считаю себя лохом, я считаю себя человеком, который помог человеку другому. Все это время в эфире светилось его лицо, и даже если он обманул меня, да, его лицо уже, наверное, увидят многие люди и узнают, кто он, что он, как он. А если он не обманул меня, то пусть будет здоров, только ничего ему не говорите. Хорошо, вот. У всех бывают проблемы, и нужно выручать, конечно же. В этом у меня небольшая проблема, что я не могу анализировать людей, которые достойны помощи, а которые нет. Нет у меня такого. Даже если плохой человек, он там сделает лицо, пожалуйста, то я обязательно, в силу возможностей помогу. Вот, вот такая вот небольшая история из моей жизни во время пребывания на сессии. Не забывайте канал, приходите, заходите, смотрите эфиры. Всем хорошего дня, всем пока. Обязательно посмотрите следующие ролики, они не менее интересны.